Здравствуйте, вы смотрите на информационном портале LoveMD интервью с депутатом Народного собрания Гагаузии Сергеем Чимпеш. Здравствуйте, Сергей Константинович. Здравствуйте. С момента проведения последней сессии есть очень много вопросов к депутатам, и сессия была не самая спокойная, потому что многие вопросы вызывали, скажем так, достаточно скандальную реакцию со стороны ваших коллег, в том числе это назначение даты выборов депутатов Народного собрания или до выборов, который, в принципе, стал одним из главных вопросов, которые сделали ваши оппоненты на этом заседании. И он достаточно скандально обсуждался. Если говорить о том, как обстоят дела в Народном собрании, потому что мы понимаем, что выборы имеют интерес у одной группы депутатов, с надеждой, что они могут увеличить число своих сторонников в Народном собрании. В то же время есть и другая сторона, это исполнительный комитет, который предлагает какие-то изменения в бюджет, и в том числе не согласившись с теми изменениями или поправками, которые голосовали депутаты в действующем бюджете на 2022 год. На самом деле, если раскрыть скобки, какая внутриполитическая борьба, внутри идет борьба Народного собрания Гагаузии? Вы знаете, вообще такой внутриполитической борьбы там по большому счету нет, потому что каких-либо политических целей, очевидных, по крайней мере, я их не прослеживаю, нет вот именно каких-то разночтений, либо понимания вот в этих вопросах. Это какие-то чисто местечковые вопросы, которые, в общем-то, по большому счету, я как это я понимаю и воспринимаю, не стоит, может быть, такого столь пристального обсуждения, может быть, внимания, но, как вы подчеркнули, видимо, из-за скандала, из-за того, что оно резонансно, люди во многом не разобрались, не поняли, что там происходит, нужно дать разъяснение. И мы буквально на следующий день с группой депутатов сами инициировали, провели пресс-конференцию и попытались разъяснить по полочкам в спокойной обстановке, ответить на те вопросы, что обсуждалось, чтобы обществу было понятно, что депутаты рассматривали, решали. А по части вот этих взаимоотношений, это, конечно, вообще за Гагаузию стыдно, что мы дошли до этого уровня. Мне кажется, что это дно, самое настоящее дно, потому что там не было нормального восприятия со стороны определенной группы депутатов, они откровенно провоцировали, они откровенно пришли на то заседание чисто провоцировать, скандалить, в то же время не понимая, что они, собственно говоря, подставили и, в общем-то, ударили по имиджу всей Гагаузии, то есть законодательные органы всей Гагаузии. Потому что все равно депутаты должны рассматривать вопросы на открытой, на спокойной обстановке, при такой обстановке, чтобы депутат должен в любом случае говорить то, что он думает, выступать по вопросу корректно, без оскорблений. А тут, понимаете, председатель Народного собрания даже по большому счету не мог вести собрание, потому что самовольно брали слово, перекрикивали, передергивали, раз по 10 по одному вопросу, сознательно провоцировали, чтобы был такой хаос. Я подчеркивал, хочу повторить, что абсолютно убежден в том, что за всеми этими провокациями стоял главный интригант, это глава Гагаузии, который нужен этот хаос, который не согласны с тем, что у нас группа большинства, мы требуем прозрачности по финансовым вопросам, не пропускаем те финансовые вопросы, как вы сказали, изменения бюджета, которые, в общем-то, ущемляют Гагаузию и направляются деньги по непонятным схемам. И по ряду таких принципиальных вопросов есть некое, не то что противостояние, она не согласна с этим, и используя неопытных депутатов, создает такие провокации для того, чтобы, скажем так, опозорить Народное собрание. В то время, собственно говоря, она позорит весь народ Гагаузии. И уже об этом говорил, хочу повторить, что это, собственно говоря, лицо Башкана Гагаузии, потому что главный администратор бюджета, главный распорядитель денег – это Башкан Гагаузии, и в этих вопросах принципиальных это касалось денег. Можно все-таки найти в себе смелость, проявить качество, показать, что ты лидер этой нации, прийти поговорить и попытаться разобраться. Но желания нет. В такой форме мы уже, к сожалению, наблюдаем эти мероприятия на протяжении последних всех 7 лет, что практика именно такова. Создать имидж неугодных
может быть, глупых людей, которые необразованных, которые не способны нормально продвигать идеи народа, для того, чтобы был некий контраст, чтобы люди могли видеть, вот есть исполком, который спокойно работает, а вот есть какие-то необразованные депутаты, которые не способны даже договориться между собой. Сергей Константинович, если мы будем говорить о ситуации в Гагаузии с призмы, потому что все, что происходит в автономии это и в Народном собрании, это очень взаимосвязанные вещи, потому что даже достаточно вспомнить импровизированный митинг перед Народным собранием, и мы видели, что там были лица, которые не представляли даже те округи, за которые шла речь о выборах, потому что там были и люди из Камрата, из Кангаза, в общем, которых можно было узнать. В общем, понятно, что здесь есть определенные политические интересы, которые двигают некоторыми вашими коллегами, депутатами. Но и те митинги, которые происходят в Гагаузии, казалось бы, что лозунги, под которыми они организовываются, достаточно направлены на те проблемы, которые существуют в стране и в регионе, но в то же время за ними стоят и некоторые другие заявления, в том числе, допустим, и связанные там с обращением к правительству России и так далее, и так далее, и так далее. И это вызывает определенную негативную реакцию со стороны кишиневских властей в контексте той региональной ситуации, которую мы имеем, и той геополитическую, которую мы имеем. В этой связи, на ваш взгляд, и то, что происходило в Народном собрании, это способно сегодня нас как-то, скажем так, накалить отношения между Кишиневым и Камратом? Потому что многие вещи, я так понимаю, не совсем позитивно смотрят на них в Кишиневе, да? И тем более, мы знаем, что за некоторыми митингами, не за всеми, конечно, мы знаем, что стоят определенные силы, которые имеют определенные связи с Российской Федерацией. Достаточно вспомнить там митинг в Камрате, к примеру, где были представители ряда политических сил из Кишинева. То есть людей с Кишинева на этом митинге на самом деле было больше, чем людей из Гагаузии. Потом появились определенные сюжеты на российских каналах, которые были манипулятивного характера. Вы знаете, касательно организаторов митинга, да, я знаю инициаторов, я имею в виду, которые, в общем-то, ребят, которые, в общем, общественников, которые, в общем-то, организовывают митинги. Кто за ними стоит, я не знаю. Стоит ли кто-либо за ними, тоже я об этом не знаю. Сам участвовал где-то, по-моему, на 3 митингах, поскольку были до этого несколько митингов, на которых я не участвовал, и были призывы со стороны людей, что где же депутаты, почему они абстрагировались от народа. И поэтому одно другому, считаю, не мешает деятельность в Народном собрании и участие на митингах, поскольку ты там на митинге выражаешь свою гражданскую позицию. В части того, что вы говорите, призывы обращения к премьер-министру Российской Федерации, вы знаете, народ-то ведь он воспринимает многие вещи буквально. Вот люди по-простому понимают многие вещи буквально. А многие, может быть, не понимают, как должно быть, скажем, там, юридически, законно, как правильно, неправильно. Люди понимают просто, что вот есть возможность обратиться к правительству России, заявить о том, что вот это есть проблема, есть дружественный к Российской Федерации народ Гагаузии, и люди где-то понимают, что может быть оказана поддержка, потому что люди оказались на краю буквально пропасти. И в этом винить людей нельзя. Они могут обратиться и к Мишустину, они могут обратиться и к Путину, это их право. Другое дело, что этот документ, я имею в виду, там подписи собрали, я насколько понимаю, что было порядка 7 тысяч подписей, было заявлено по воскресенье. Когда они завершат сбор подписей, по идее, как я это понимаю, не знаю, как они это поступят, там же указано, что должны направить Башкану Гагаузии председателю Народного собрания. То есть, по идее, этот документ должен быть зарегистрирован в исполнительном комитете или в Народном собрании. И на основании этого, предположим, Башкан Гагаузии, либо председатель Народного собрания, либо вместе должны сформулировать, примерно, свое обращение уже тактичное, грамотное, я имею в виду в адрес, даже если руководство Российской Федерации, чтобы оно не выходило за рамки наших компетенций. Да? То есть мы имеем право участия в вопросах внутренней и внешней политики, мы имеем право от имени Гагаузии
запрашивать гуманитарную помощь, поддержку и так далее. Поэтому вот в этих рамках все это может иметь практическое решение и, соответственно, продвижение. Безусловно, то, что люди высказываются, есть, конечно же, где-то высказывания, появляются изредка вот некого радикального толка, они тоже недопустимы, где-то, возможно, может быть, из-за недопонимания. Но в целом люди недовольны жизнью. Люди абсолютно недовольны этой жизнью. Люди недовольны тем, что власть абсолютно бросила их на произвол судьбы. Что местная власть Гагаузии, что власть республики. А вот в преддверии зимы люди очень обеспокоены, что сегодня даже вот взять если цены на газ, они абсолютно неподъемные. Поэтому люди бьют тревогу, бьют набат, чтобы их услышали, обращаются к президенту Санду, обращаются к премьер-министру, обращаются к Башкану в надежде на то, что они будут услышаны, в надежде на то, что будет какая-то реакция, и их голос услышат, и власти каким-то образом отреагируют, и будут пытаться каким-то образом решать вопрос. Потому что я свою позицию говорил неоднократно, вот в этом кризисе, конечно, безусловно, вина правительства Молдовы. Вот именно в этом кризисе вина правительства Молдовы, потому что они обязаны были на политическом уровне договориться в Москве. Они обязаны были в интересах своего народа. Как это делают некоторые другие страны, которые имеют свою самостоятельность и имеют свою позицию. Мы же слышим ответ, что наше правительство заявляет, что они солидарны с Европейским Союзом, они солидарны с Украиной и ради этого готовы терпеть. Народ не готов это терпеть. Вот народ заявляет, что там, на Украине, Россия и Украина пусть разбираются сами, мы нейтральная страна, мы не должны лезть в эти взаимоотношения, а вы будьте добры и решайте в интересах наших, интересах народа наши интересы. И видим, что со стороны республики реакция ноль. Реакция ноль со стороны Башкана и Гагаузии. Люди во многом, выступая и после, и до выступления, и после, в разговорах в недоумении, почему нет реакции Башкана и Гагаузии. Нет реакции. Люди ожидают, что она выступит не просто перед ними, а возьмет эту инициативу и попытается ее каким-то образом продвинуть. Поедет в Москву, она же ездила очень много раз за эти 7 лет. Было всяких обещаний, и люди вот не понимают, почему нет реакции. Вы помните, что где-то, неделю назад или 1,5 недели назад даже был митинг напротив исполнительного комитета. Башкан вышла к людям. Там начали задавать неудобные вопросы, и она стала отворачиваться. Потом синициировала, обыграла их, что давайте, мол, дескать, ваших там 5-6 человек, переговорщиков, и мы поднимемся ко мне в кабинет и спокойно поговорим. То есть она обыграла людей, пригласила 5-6 человек, и у себя в своем кабинете спокойно могла вести диалог сколько угодно, понимая, что вот там, когда масса народа есть, очень неудобно говорить, и, в принципе, нечем отвечать на неудобные вопросы, потому что люди задавали вопросы про ее обещания, про обман, и она просто от этих вопросов ответа не давала. А тут она в спокойной обстановке, возможно, там угостила чем-то, там кофе, чай, что-то пообещала, и, скажем так, подождала, пока люди пар выпустят, и ушла. И вот, в принципе, ВОЗ ныне там. Нет ответа, даже публичного ответа, нету какого-либо заявления. Ты же все-таки лидер нации, выйди, скажи, что же делать в преддверии зимы. Звучат же ведь и другие, в принципе, призывы, собственно, я об этом тоже говорил, что вероятность большая, детские сады, школы зимой работать не будут. К этому все идет. В этом случае дети останутся дома. В этом случае воспитатели, учителя останутся дома. А родителям нужно будет думать, каким образом и на работу ходить, и содержать своих детей, воспитывать детей. Отапливать и дом, потому что... Да, и дом отапливать. Вот этот элемент показывает, что люди остались один на один своими проблемами. Да? И вот буквально после последнего, пусть небольшого митинга в воскресенье, в понедельник же Башкан собирает там группу примаров с Камрадского района и публично говорит о том, что нужно искать какие-то варианты, иные варианты отопления в детсадах там, или в школах.
Понятное дело, что за такой период и технически невозможно решить этот вопрос. Понятное дело, что никто этим заниматься не будет. Но просто нужно публично заявить, понимая, что беда скоро настигнет, да, чтобы у нее было оправдание потом перед народом сказать, что а вот же мы пытались решить этот вопрос, но не смогли. Люди ведь ждут другого, люди ждут решения вопроса газового, люди ждут решения, может быть, вопроса по гуманитарной линии, ну, хоть какое-то решение в поддержку людей. Я много раз говорил, если помните, про то, что могли бы сэкономить деньги на сокращение численности исполнительного комитета. Вот у меня следующий вопрос был в этой части. На последнем заседании исполком выходил с инициативой внести поправки в действующий бюджет, который, ну, к слову сказать, Башкан обжаловал, и сегодня вопрос находится, как я понимаю, на рассмотрении Высшей судебной палаты. О том, чтобы увеличить до 200 лей, да, хотя анонсировалось на 200 лей, а по факту оказалось, что предлагалось на 75 увеличить компенсацию, которая есть сегодня для определенных категорий граждан, и по 500 лей выплатить ученикам к 1 сентября. Депутаты отклонили эти поправки, ну и плюс 10 миллионов Башкан просила увеличить или вернуть, скажем так, на содержание исполнительного комитета, потому что в том бюджете, который утвердили депутаты, предлагалось сократить на 20%, и в том числе было предложение от вас, не лично, от группы ваших коллег, чтобы направить их на компенсации для людей в связи вот с тем энергетическим кризисом. Сегодня депутаты не приняли поправки, которые предложил исполнительная власть. Депутаты не могут инициировать изменения в закон, потому что по нормативной базе существующей разрабатывать поправки к бюджету и предлагать их Народному собранию обязан исполнительный комитет. И по сути вопрос остался замороженным. То есть нет неутвержденных тех, которые предлагал Башкан, и нет тех, которых предложил исполнительный комитет. И сегодня вопрос этот заморожен. Как вы видите развязку в этой ситуации? И удастся ли депутатам все-таки, ну, как минимум, подвести исполнительную власть к тому, чтобы принять те условия, которые были заложены в действующий на нынешний день бюджет? Но я попробую собрать все воедино, потому что я немножко не договорил по предыдущему. Где-то, если оно будет пересекаться, возможно, оно как раз и пересечется с этим вопросом. Потому что я начал говорить о том, что вот 10,5 миллионов лей, которые мы не пропустили, они были в числе в поправке в бюджет, а общая стоимость тогда раньше была 17 миллионов. И примерно 50 миллионов по сокращению членов исполкома, ну, затрат исполкома. Вот эти 60-65 миллионов мы планировали направить людям на поддержку именно в отопительный период, каждую семью, дать существенные деньги. Мы предварительно считали, что это будет, каждая семья сможет получить по 2-3 тысячи лей. Но вот именно пока не решен вопрос, даже нет попыток решения газового вопроса, можно было, исходя из своих источников, попытаться поддержать население. Этого нет. Вместо этого, вот когда обсуждали с примарами, о чем я говорил, касались опять же тех же митингов, касались темы, что они должны не затрагивать политические вопросы, не должны затрагивать, то есть не должны критиковать кого-то. То есть сознательно пытаются сузить эти митинги тем самым своими действиями. Наверное, они либо подыгрывают, либо исполняют волю центральных властей для того, чтобы нейтрализовать в ближайшее время митинги. Вот я как бы это вижу так. То есть вот именно пытаться сузить митинги, сократить там численность людей, не дать возможности свободно говорить на свободные темы. Я так предполагаю, что это касается депутатов, чтобы меньше ходили, выступали перед людьми. Это как раз, видимо, заказ Кишинева исполняет Башкан Гагаузия для того, чтобы нивелировать митинги. Что касается дополнительного вашего вопроса по части, что депутаты не согласились выплачивать 500 лей школьникам, это неправильно. Было предложено, чтобы они подготовили нормативный документ для того, чтобы он четко, по нему можно было распределить. Коллеги предлагали варианты, чтобы малоимущим семьям могли давать больше выплат, то есть какую-то схему построить таким образом, чтобы она была справедливая. Никто не настаивал на том, что просто взять огульно отдать или не отдать. Но исполком не хочет абсолютно, скажем так, работать по правилам, поэтому
Здесь нет отказа. Здесь есть предложение, и депутаты считают, что оно более правильное, более справедливое, и они должны отреагировать. Но вот здесь мы опять видим, что чистое противостояние именно из-за денег. Исполнительный комитет не хочет уступать даже вообще ни в чем по расходованию, по тратам денег, и хочет их расходовать так, как они хотят. Вот в этом проблема, и по сути дела, я так предполагаю, что, конечно, информационно они уже там подняли вот этот хай, пытаются донести до людей, что, вот, дескать, вот такие плохие депутаты, они вот лишили детей этих выплат, все остальное. Но это чистейшая ложь, это неправда. Сергей Александрович, на днях в прессе, которая близка к исполнительному комитету, появилась информация о том, что районная администрация Вулканешт все же будет выплачивать по 1000, наверное, вы тоже читали, по 1000 лей всем детям, которые там идут в школу. И у меня возникает вопрос, потому что бюджеты районных администраций точно так же утверждаются в бюджете Народным собранием Гагаузии, и, соответственно, возникает вопрос, откуда у Канешской районной администрации появились вдруг, ну, скажем так, лишние деньги или сверхдоходы бюджета для того, чтобы выплатить эти деньги. Или это является очередной спекуляцией. То есть я думаю, что для многих важно понять, откуда взялись эти деньги, если поправки в бюджет не утверждены. Вы знаете, у нас районная администрация, у нас практически по закону районов нет. Ну так уж случилось, да. Администрации остались. Это практически, вот если брать города, вот Чедерлунгу, Камрат и Вулканешты, и районные администрации, по сути, остались прокладками между мэрией и исполнительным комитетом. Они сегодня не подконтрольны абсолютно, их же нету, вот у них нет советников, которые контролировали бы. Депутаты Народного собрания напрямую не контролируют администрации. Вероятнее всего, здесь какой-то шаг, видимо, в электоральных целях из каких-то резервов своих исполнительный комитет пытается показать обществу, что вот через эту администрацию, через администрацию, районную администрацию Вулканешт поощряет людей для того, чтобы, возможно, в каких-то электоральных целях в будущем, да, вот я могу предположить. Но нужно разобраться, мне надо видеть просто цифры, но в любом случае вы правильно говорите, что прежде чем расходовать, нужно утверждать эти расходы в Народном собрании. Почему я задаю этот вопрос? Потому что в свете вот того документа, который был в прессе и представлен публично, по-моему, и депутаты выступали с разъяснениями по акту проверки формирования бюджета со стороны Министерства финансов или инспекции финансовой при Минфине. Там были определены ряд проблем, которые в этой части существуют, и там указывалось, что исполнительная власть без согласования с Народным собранием, в общем-то, увеличивает искусственно доходную часть бюджета, тем самым сам лично исполнительная власть или Башкан Гагаузии определяет приоритеты не те, которые должны быть установлены в законе, но те, которые они считают важными на свой взгляд. И не получается ли, что в данном случае мы имеем такую же конкретную ситуацию? Но вот, к сожалению, и у вас мы много раз говорили о том, что Народное собрание раньше, из 6-го созыва, спикер Народного собрания, там есть окружение, приверженцы Башкана, их было большинство, они позволяли вот такому безобразию быть. И по привычке они продолжают таким образом действовать, потому что любые расходы нужно утверждать в Народном собрании. Они сначала делают, а потом ставят перед фактом Народное собрание. Это нарушение закона. Я задавал этот вопрос вашему коллеге Александру Григорьевичу Тарнавскому, потому что одно дело, когда мы говорим о нарушениях, да, долга, и имеем и документы, подтверждающие это, но есть другая сторона, где ответственность за такие действия. И должна ли она наступить со стороны депутатов или правоохранительных органов? Потому что если мы говорим о том, что это продлится как минимум 2 или 3 года, и мы видим, что такие же действия имеют место быть продолженными, то когда можно остановить такое расходование бюджетных средств, и кто будет нести ответственность за это? Но по практике получается, что правоохранительный орган на это не реагирует абсолютно. Да? Даже счетная палата, которая видит те нарушения, она указывает на эти нарушения, на этом все заканчивается. Реакцию депутаты Народного собрания должны позволять. Если они идут в нарушение закона, то есть механизм
решение этих вопросов, вплоть до отстранения от должности главы Гагаузии. Вот я вам просто отвечаю на ваш вопрос. Но депутаты не пренебрегают к таким действиям. И вот где-то может быть слабохарактерность большинства депутатов Народного собрания, боязнь, либо есть какая-то привязка части депутатов к исполнительной власти, не дают возможности реализовать надлежащим образом свои полномочия в рамках решения таких вот негативных решений со стороны исполнительного комитета. Назначение даты выборов Башкана Гагаузии и совместно с ними назначение даты до выборов депутатов двоих в Народное собрание. Это было что? Потому что, по сути говоря, депутаты имели право, согласно избирательному кодексу, назначить выборы не менее чем за 3 месяца до истечения срока действующего Башкана. В то же время мы имеем практически, плюс-минус, практически около года до истечения срока полномочий. То есть где-то 11 месяцев, да, если берем за дату 19 июля, да, дату принесения присяги Башканом. В чем была необходимость назначения выборов за 1 год? Или это был какой-то итог каких-то политических баталий, которые были в Народном собрании? Я не знаю, на самом деле, откуда исходит инициатива. В общем-то, мы собирались как-то, даже не во фракции, на каком-то президиуме, и разговор даже спонтанно зашел, были предложения, обсуждались. Извините, я хочу все-таки отметить для наших зрителей, что решение не является противозаконным, потому что я отмечу, избирательный кодекс позволяет. Я поэтому отмечу, решение. что разговор пошел спонтанно. Потом мы начали это обсуждать, и закон действительно позволяет. Мы могли бы, к примеру, даже сегодня у нас на дворе август месяц, мы могли бы и в июле месяце назначить выборы через год, то есть, к примеру, в июле будущего года. А то, почему в конце апреля, то кодекс нас позволяет, вот даже высказывание заместителя Башкана Гагаузии, когда мы утверждали дату, она возмущалась, что как вы себе это представляете, если будут 2 Башкана. Это спекулятивное мнение, потому что в кодексе четко прописано, что за 3 месяца до окончания срока, вот как вы сказали, 19 июля Башкан приняла присягу, за 3 месяца до этого срока могут быть назначены выборы. Проводятся выборы, утверждается избранный глава Гагаузии, но он вступает в должность после истечения срока предыдущего Башкана. То есть он не может вступить в должность до 19 июля. Говоря по-другому, 30-го идут выборы, предположим, 2-й тур или неважно, за 1 тур, утверждение судом, проходит примерно какое-то время, все, избранный Башкан. Но он ждет своего часа, пока не наступит 19 июля 2023 года, и Башкан Еринавлах не сложит мандат по истечению своего срока. Поэтому вот та реакция людей, или, например, попытка, опять же, спекулятивно закинуть такую информацию, что будет 2 Башкана, это будет абсурд, это неверно. Есть такая практика и в других странах, это не мешает одно другому. С точки законодательства, здесь вопросов меньше, тем более, что если вспомнить выборы 2019 года, то Ирина Влах сама выходила с инициативой провести выборы раньше, чем у нее истекал срок первого мандата. То есть здесь, конечно... Вы знаете, я вас перебью, простите. Вот вы сейчас напомнили одну хорошую вещь. Она сама выходила с инициативой провести, по-моему, на 1,5-2 месяца. За 2 месяца раньше срока, да? Фактически выборы прошли потом спустя, мы даже просрочили, по-моему, на 2-3 месяца. Может быть, в этом идея закладывается, может быть, идеи закинули таким образом, чтобы назначить раньше срок, чтобы потом по какой-то ситуации выборы вообще перекинулись на осень будущего года. Я не знаю, у кого чья-то идея. Если рассматривать этот вопрос с политической точки зрения, с политологической, то в этом я усматриваю определенные моменты, потому что определение даты выборов Башкана уже предполагает, что уже может идти какая-то избирательная кампания или какие-то избирательные процессы. Пусть не активные, как предусматривает закон, за 3 месяца до выборов, но в любом случае уже те потенциальные кандидаты, которые имели бы желание выдвигаться на эту должность, по сути уже могут обозначать свои электоральные предпочтения. И в этом, наверное, тоже есть какой-то такой смысл и нюанс. И вот в этой связи у меня вопрос. Вот если рассматривать этот
с политической точки зрения. Готова ли Гагаузия сегодня в условиях энергетического кризиса, скажем так, и мы не понимаем, как нам удастся пережить зиму, входить в активную избирательную кампанию? Потому что, да, мы аккурат войдем в избирательную кампанию как раз в период именно зимних месяцев, если вот выборы будут 30 апреля. Ну, вы знаете, может быть так, но очень часто, вот я помню по предыдущим выборам, неважно, это башканские выборы, либо другие выборы, в большей степени у нас предпочтение отдавали проводить выборы либо весной, либо осенью. А летом, когда вот такая жара стоит и людей меньше заинтересованность в том, что проводить выборы были. Поэтому, может быть, в связи с тем, что, вот, например, в конце весны можно было провести выборы, но никто не знает, что будет 30 апреля, либо в преддверии 30 апреля. Вот принято решение, мы за нее проголосовали в рамках закона, в тот же день назначили до выборы по 2 округам, чтобы снять те проблемы, потому что слишком много склоков и обсуждений, спекуляций вокруг этих вопросов. Я надеюсь, что это так и останется. Если оспорят, например, Башкан, либо какая-то страна спорит, ну это их право, пусть оспаривает. В конце концов, для меня, по крайней мере, разницы нет никакой. В конце апреля будут выборы башканские, или в июле месяце будут выборы. То есть, либо до выборы будут в этом году, для меня разницы абсолютно никакой нет. То есть, я поддержу в этом своих коллег, исходя, конечно, из норм закона, если это будет опротестовано. На 19 августа на торжественном мероприятии по случаю очередной годовщины со дня провозглашения Гагаузской республики спикер Народного собрания Дмитрий Константинов заявил со сцены о том, что на 2 октября предлагается звать съезд депутатов всех уровней в Гагаузии и попросил, чтобы зал проголосовал за такое решение. Вы были на этой мероприятии. Вот на ваш взгляд, зачем нужно сейчас проводить это мероприятие или этот съезд? И каковы задачи, какие решения он должен принять? Смотрите. Потому что в прессе достаточно противоречивые моменты. Потому что я слушал выступление Дмитрия Константинова, он особо сделал акцент на том, что видит необходимость в созыве этого съезда в том, чтобы наконец консолидировать гагаузское общество в связи с теми утерями законодательных полномочий, которые за эти годы претерпела Гагаузия, и, наконец, как минимум, сакцентировать внимание центральных властей на тех проблемах, которые есть в Гагаузии. В прессе сегодня есть разные мнения и о том, что там будут обращения в адрес России и Турции. В общем, в чем суть и для чего сейчас проводить этот съезд? Мы по поводу назначения съезда во фракции проговаривали, но решение окончательно не было принято. Но спикер имел право, он об этом заявил. Вопросы пока у нас четко не поставлены на 2 октября, то есть там должна быть группа, создана группа, которая будет работать, готовить документы к этому съезду. Но хочу сказать, что, допустим, я здесь не вижу ничего такого. Это абсолютно политическое событие, на котором будет, в общем-то, более широкая такая публика, не только депутаты Народного собрания нынешние, а предыдущие депутаты парламентов разных. Для того, чтобы мы обсудили текущую ситуацию по Гагаузии, в стране, взаимоотношения с центром. У нас реально много вопросов, и в рамках межпарламентской группы тоже мы видим, что нет каких-либо продвижений. Я не думаю, что на этом съезде будут приниматься какие-то радикальные решения, я это исключаю. Более того, в 2014 году, я хочу напомнить, не то в конце 2014 года, не то в 2015 году мы проводили съезд депутатов всех уровней и приняли решение ежегодно проводить съезд депутатов всех уровней. То есть это политическое событие наше, оно не имеет юридической силы, но оно консолидирует политический класс, более такой расширенный, для того, чтобы принимать те или иные решения и, соответственно, потом, допустим, какие-то наказы давать руководству Народного собрания, либо депутатам, либо Башкану. Возможно, какие-то обращения будут, я имею в виду к руководству страны. Я все-таки думаю, что за рамки закона, вряд ли, это вообще даже вряд ли будет рассматриваться. Поэтому хочу всех успокоить. Но что наболело, возможно, мы услышим, что наболело. Возможно, будут какие-то требования
более жесткие, потому что вот мы даже как депутаты, ну, часто вот встречаемся не только там во время митингов, и к нам приходили общественники с очень такими требованиями, что мы слишком мягко подходим в взаимоотношениях с Кишиневым. Потому что люди не знают всех деталей, люди всего знать не могут. Приходится как бы объяснять, публично разъяснять. Мы объясняем, что у нас другого пути нет. Я и позицию свою заявил на 19 августа о том, что, может быть, кто-то и заинтересован, и даже, может быть, с Кишиневым кто-то заинтересован, чтобы эта рабочая группа прекратила свою деятельность, потому что мы ставим неудобные вопросы перед ними. Но нам нужно оставаться в рамках этой переговорной группы, использовать эту политическую площадку, потому что другой площадки политической нет. И пытаться находить решение. Я другого пути здесь не вижу. Потому что вот не только, вот вы сказали, ну, есть определенный переполох по назначению съезда. Мне кажется, что не меньше резонансным событием было даже учение, которое проводила Фулджер за день, по-моему, до съезда. И обществом очень негативно это было воспринято. Ну, как оказалось, руководство Гагаузии были в курсе. Да, смотрите, я тоже воспринял это негативно, склонялся и склоняюсь к тому, что это был некий акт устрашения. То есть показать гагаузам, что вам нужно угомониться, вам нужно прекратить эти митинги, потому что вот есть у нас бравые ребята, смотрите, какие у нас, мы можем вас, в общем-то, поставить на место. Считаю, что это абсолютно немыслимо, потому что у нас нету каких-либо формирований. Я с вами где-то в какой-то части соглашусь в силу тех, той ситуации общественно-политической, которая сложилась в Гагаузии. Но здесь есть большой вопрос к председателю Народного собрания и Башкану Гагаузии, да? Вот потому что, как оказалось, они были в курсе, и господин Константинов вынужден был уже сделать какие-то заявления спустя уже там несколько дней. Почему нельзя было выйти за день до этого, к прессе и объявить людям, что завтра там в Камрате там пройдут учения, да, для того, чтобы мы потом не имели взбудораженных сознаний людей, не смотрели какие-то сюжеты на российских каналах, что здесь там чуть ли не Фулджер пришел душить там гагаузов из-за митингов и протестов против правительства. Ну, вы раскрыли некоторые детали, которые я хотел сказать. Как раз вот в действительности ни депутаты, никто ничего не знал, вот по большому счету, да. И вот даже 19 августа, когда мы вот после этого мероприятия собрались, вот подходили очень многие люди, говорили, что это такое, почему, где наш Башкан, где наш председатель Народного собрания, почему они не делают заявление, почему они допускают, чтобы в центре города, у нас же нет никаких вооруженных формирований, у нас же ничего нет, у нас исключительно гражданское население. И любые учения, которые проводятся, военизированные учения, они заранее анонсируются, тем более в центре города. Люди были очень возмущены, почему молчит Башкан Гагаузии, председатель Народного собрания. Даже заявляли, соберитесь с депутатами, сделайте заявление. Но, по сути дела, это ведь уже было дело к выходным. И тут, вот, как вы сказали, в понедельник слышим, вот читаем заявление, что спикер Народного собрания заявляет, что, оказывается, он знал об этом. А раз он знал, я тоже не то что предполагаю, значит, Башкан Гагаузии тоже знала. Значит, управление полиции тоже знало об этом. И правильно, закономерный вопрос, а почему по их умолчанию это прошло? Если спланировали, если их предупредили, а их предупредили, получается, то они обязаны были выступить, дать разъяснение людям, чтобы люди спокойно могли заниматься своими привычными делами, чтобы они не обращали внимания, потому что это будут учения. Это было нормально, воспринято всеми. А так 3 дня кипело все буквально, и во многом люди-то сегодня не верят высказываниям спикера, понимаете, поэтому эти вопросы к ним. Почему власти Гагаузии знали об этом, и по их умолчанию вот произошел этот беспрецедентный случай. Такое позволять нельзя. Такое позволять нельзя, потому что вы же понимаете, что есть разные люди. Не дай бог, там какая-то провокация, там до чего-то там дойдет. Да, здесь как бы много вопросов к центральным властям, но больше вопросов все-таки к руководству автономии, если они были в курсе. Раз они были в курсе, значит, тут, безусловно, вина в них. Если на самом деле они знали об этом, они обязаны были известить жителей Гагаузии. Мэрию, то есть предупредить. Сегодня же информация есть, пожалуйста, хоть
в Фейсбуке, пресс-служба Народного собрания, исполнительного комитета заявили бы хотя бы коротко о том, что завтра пройдут учения, пожалуйста, будьте спокойны, занимайтесь своим привычным делом. И на этом точка. Вот позволили вот такому событию произойти, и осадок-то он такой остался. Вы понимаете, вот эти объяснения есть, но осадочек остался. Люди есть определенно напуганы, потому что понимают, что и не помнят такого случая. Это некий беспрецедентный случай. Сергей Константинович, у меня последний вопрос к вам, потому что формат интернет-интервью другой, чем на телевидении. На последней сессии звучало очень много обвинений в ваш адрес и в адрес ваших коллег по фракции ГГУ-СИС о том, что вы, скажем так, подыгрываете и управляетесь, кавычка, с Кишинева партии ПАС. Что вы можете ответить на эти обвинения? И есть ли сегодня какое-либо сотрудничество или политические обязательства у вашей фракции, у вас лично с правящей партией в стране? Вы знаете, уже не первый раз, коль вопрос задали, я отвечу. Это исключительно спекуляции лживые для того, чтобы дискредитировать меня в первую очередь, и наших коллег в глазах общественности. Нету никаких взаимоотношений у меня лично, по крайней мере, я всех не знаю с нашей фракции, кто с кем встречается, о чем-то говорит, но нету каких-либо взаимоотношений с центральными властями, каких-то политических договоренностей, обязательств и так далее. Мы встречаемся исключительно в рамках межпарламентской рабочей группы. То, о чем мы там договариваемся, мы информируем общественность. Это нас делегировал туда Народное собрание, мы представляем интересы Гагаузии. Понимаете, должны же быть какие-то факты, какие-то основания, какие-то аргументы, подтверждения, что вот вы там встречаетесь, ведь ничего же нет. Я же сказал, уже хочу повториться, очень просто можно сказать, что публично ваш сосед вор. Вот если вам не нравится ваш сосед, сказать ваш сосед вор. А он потом должен отдуваться и говорить, что он не вор, он никого ничего не крал. Это же сложнее сделать. Вот эта практика сознательно спекуляции, оболгать для того, чтобы потом пусть идут отдуваться, потому что эта информация доходит до пожилых людей и для многих, которые, в общем-то, не могут всю эту информацию проверить. И если эта информация доходит 1 раз, дважды, 10 раз, видимо, рассчитывает на то, что она укоренится и в сознании будет принято, что это действительно так. Это абсолютно неверно, это абсолютно лживо. И я всегда был открыт. И если кто-то хочет об этом говорить, об этом на другие темы, пожалуйста, я готов в любое время с любым пообщаться, поговорить, именно публично, выяснить взаимоотношения, но я не состоял в никаких партиях, тем более мою позицию относительно политических партий я заявляю четко и чисто всегда, даже на 19 августа об этом заявил и убежден в том, что мы оказались именно у этой опасной черты из-за той системы политической, из-за того, что сама партийная система, политические партии довели до краха вообще всю Молдову, в том числе и Гагаузию. Я склонен к тому, что нужно эту систему менять, в особенности для Гагаузии, чтобы Гагаузия была представлена сама в парламенте, чтобы народ Гагаузии сам делегировал своих делегатов и представлял автономию в парламенте. Я за это. Заигрывать с политическими партиями, как не буду сейчас даже просто примеры приводить, но нетрудно вспомнить очень многих наших и башканов, и нынешних, и есть и предыдущих, и не только их, и депутатов в парламенте были. Они идут по принципу заигрывания с политическими партиями, преклонения перед ними. А потом они входят в зависимость, многие из них просматривают свои личные интересы, и народ остается в стороне. Даже на этом этапе видим, что интересы народа остались, опять же, на второстепенный план. Поэтому это исключительно, повторюсь, это спекуляция, не имеет никакой основы, ложь чистейшая, и им это не удастся внедрить. Кроме этого сказать-то нечего. Если есть претензии к Чимпаешу от группы этих социалистов, пожалуйста, выйдите и скажите, что да, Чимпаеш, ты нам не нравишься, ты там делаешь что-то не так. Но скажите, что я делаю не так? Что я делаю не так? Скажите мне, объясните, чтобы я мог ответить. А так огульно обмануть, оболгать, это любой может сделать именно из нечистоплотных людей. Я благодарю вас за сегодняшнее интервью. Напомню, что это было интервью депутата Народного собрания Гагаузии Сергея Чимпаеш для информационного портала LAF.MD. Читайте и будьте в курсе событий с LAF.MD.